Здравствуйте, вы смотрите «Дорожный патруль» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в выпуске. В Уфе под колесами иномарки погибла семиклассница. Илья Климов, насмерть сбивший судью Уфе, вышел на свободу. В Уфе судят мошенника, который представлялся Динаром Гильмудиновым. Это и многое другое смотрите прямо сейчас. В республике вот уже неделю действует профилактическая операция, направленная на снижение детского дорожно-транспортного травматизма. Внимание будет обращено на организацию перевозок детей, будут проведены различные конкурсы по ПДД, а посты ГИБДД приблизятся к местам наибольшего скопления детей. Особую актуальность юным участникам движения придает то обстоятельство, что ситуация с детским дорожно-транспортным травматизмом остается достаточно серьезной. В республике на сегодняшний день зарегистрировано 77 автомобильных аварий с участием детей и подростков. В них трое несовершеннолетних погибли, 86 получили травмы. И довольно часто первопричиной дорожных аварий с участием детей становится безответственность со стороны водителей. Они, создавая аварийные ситуации, делают заложниками детей. Так, 19 марта в Уфе 57-летний водитель Kia Soul сбил семиклассницу. К несчастью, 14-летняя девочка погибла. Как пояснили в ведомстве, ребенок после занятий в Уфимской школе номер 34 опоздал на школьный автобус, обычно подвозивший их до СНТ «Уршак», где она и проживала. В этот раз подросток поехала на маршрутном автобусе. Ей до дома оставалось 700 метров. Обстоятельства ДТП устанавливаются. Начато разбирательство. В Башкортостане мужчина сбил человека и скрылся с места ДТП. По информации госавтоинспекции, наезд произошел ночью 20 марта в Кушнарековском районе. По предварительным данным, на улице Башмакова, селе Калтаева, неустановленный водитель совершил наезд на 57-летнюю местную жительницу. В результате аварии женщина скончалась. Водитель с места ДТП скрылся. В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции он был установлен и задержан. Им оказался местный 47-летний мужчина за рулем «Лада Приора». Предполагаемый виновник аварии был ранее судим за повторное управление в нетрезвом состоянии. Начато расследование, в ходе которого будут установлены дополнительные обстоятельства ДТП. Аналогичное ДТП произошло вечером 19 марта на 131-м километре автодороги Чишмы-Аксенова-Маяки. Как видно на видео, внедорожник по касательной задел 34-летнего местного жителя, который лежал на проезжей части, предположительно в состоянии опьянения. Машину виновника ДТП быстро нашли. Им оказался 39-летний мужчина за рулем белого Land Rover. С его слов, он был ослеплен фарами встречного транспорта, в связи с чем он не заметил лежавшего пешехода на проезжей части. Начато разбирательство. В Башкортостане на трассе М5 около села Кандры утром 22 марта произошла смертельная авария. В пресс-службе Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям сообщили, что водители встречных автомобилей ВАЗ-13 модели и Toyota Sprinter допустили столкновение. На место ДТП оперативно прибыли сотрудники зонального поисково-спасательного отряда из Туймазов. Они отключили аккумулятор машины, чтобы избежать возгорания. При помощи гидравлического аварийно-спасательного инструмента сотрудники отряда деблокировали пострадавших. В дорожном происшествии погиб 21-летний мужчина, водитель отечественной машины. Также сообщается о 3 пострадавших. Спасатели провели осмотр места дорожного происшествия и оказали помощь оперативным службам. Как пояснили в ведомстве, асфальт на месте происшествия был сухой, а видимость была хорошей. В Башкортостане в весенний период вводится ограничение движения грузового транспорта. Делается это для того, чтобы сохранить автодороги регионального и межмуниципального значения. В республике ограничение продлится весь апрель, а вот в Уфе ограничение начнет действовать уже в этот вторник и продлится до 24 апреля. В этот срок службы технадзора и весового контроля переходят на усиленный режим работы. Будут проводиться рейды, в ходе которых выявляются нарушения, связанные с предельно допустимой нагрузкой на оси и общим техническим состоянием грузового транспорта. Автомобили с нарушениями, которые будут выявлены в данный период, будут помещены на штрафстоянку. В период закрытия дорог сотрудниками госавтоинспекции будет уделено внимание транспортным средствам, осуществляющих перевозку тяжеловесных, крупногабаритных и опасных грузов. При выявлении нарушения в рамках статьи 27.13 Кодекса об административных правонарушениях транспорт будет задерживаться и помещаться на специализированную стоянку.
Печально известный Илья Климов в 2013 году, сбивший насмерть 48-летнюю судью арбитражного суда Марину Полтовец, вышел на свободу. Изначально Кировский суд назначил Климову 4 года 10 месяцев в колонии поселений, однако потерпевшая сторона сочла вердикт чрезвычайно мягким и подала на апелляцию. В итоге Верховный суд республики ужесточил наказание. В 2015 году Климов был приговорен к 5 годам и 8 месяцам колонии общего режима. В 2018 году Госдумой были приняты поправки в Уголовный кодекс. День СИЗО приравняли к 1,5 дням в колонии общего режима. Поэтому Климов вышел на свободу не в 2020 году, а раньше. Напомню, 26-летний Илья Климов в ноябре 2013 года за рулем Volkswagen Touareg в состоянии алкогольного опьянения проехал на красный сигнал светофора перекресток Кирова и Цурюпы. Выехал на полосу встречного движения на скорости более 90 км в час, где сбил судью Марину Полтовец, переходившую дорогу по пешеходному переходу. Затем автомобиль вместе с женщиной врезался в пассажирский автобус «Нефас». Марина Полтовец погибла на месте. Позже в больнице скончался пассажир иномарки Эмиль Камалов. Правительство выступило с предложением поднять выплаты по ОСАГО до 2 миллионов рублей. Изменения хотят ввести с 2020 года. Стоимость полиса хотят поставить в зависимости от статистики аварийности того или иного водителя, а также водителям предоставят право оснащать автомобили телематическими устройствами, фиксирующими манеру езды. Законопроект был разработан правительством. Парламентская газета сообщает, что размер страховой суммы хотят поднять до 2 миллионов рублей. Сейчас при смерти пассажира на общественном транспорте, автобусе, самолете или поезде родственникам платят компенсацию в размере 2 миллионов рублей. При смерти человека в аварии на личном автомобиле выплата не составит более полумиллиона рублей. Первый зампредседателя Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Вячеслав Лысаков инициативу поддержал. Он уверен, что уже давно пора приравнять максимальные выплаты по ОСАГО к максимальным компенсациям при авариях автобусов и самолетов. Отметим, что сегодня в среднем стоимость ущерба составляет 70 тысяч рублей. Мы продолжаем серию сюжетов о том, что может стать поводом для визита в сервис и как правильно распознать неисправность, от которой зависит безопасное передвижение на вашем автомобиле. Весна – это время, когда к своему автомобилю стоит прислушаться в буквальном смысле этого слова. Ко всем тем звукам, которые издает автомобиль при поезде колдобин, ям и всего того, чем изобилует весенняя дорога. Сегодня с нашим специалистом по сервису Дмитрием мы попробуем выяснить, к чему относится каждый из шумов. Дмитрий, здравствуйте. Здравствуйте. Итак, Дмитрий, расскажите, пожалуйста, какой шум издает автомобиль при каких неисправностях? Если я слышу какой-то стук, например, в передней подвеске. Производится осмотр элементов подвески автомобиля, смотрится состояние защитных пыльников, сайлент-блоков подвески, втулок стабилизатора, стойки стабилизатора. Каждый элемент может иметь свой люфт, рабочий либо недопустимый. А если люфт повышенный, это может отражаться в виде стука, который можно слышать при движении по неровностям. Также в процессе эксплуатации амортизатор имеет свои определенные эксплуатационные ресурсы, и он тоже получает нагрузку. Производится проверка на течь и на люфт амортизатора. Если я, например, слышу какой-то прям такой жуткий скрежет. Если слышно скрежет при движении автомобиля, необходимо обратить на элементы как подвески, так и элементы под днища автомобиля. То есть это защита двигателя, если она установлена, заводской либо дополнительный элемент, либо даже защитный кожух тормозного механизма, то есть диска. Может попасть камень также в подвеску. И этот звук, естественно, будет видно при визуальном осмотре. Ну, со звуками вроде бы понятно, а если, например, машину уводит при движении, то есть отпускаешь руль и ее куда-то вот вклонит в сторону? Если вы обратили внимание, что у вас автомобиль ведет себя не как обычно, уводит его вправо или влево при определенных условиях, необходимо сделать проверку. Во-первых, элемент подвески на люфты, и обязательно надо проверить углы установки колес. То есть это напрямую связано с бездорожьем, по которому эксплуатируется автомобиль. То есть колесо может быть куда-то? Может быть загнута либо тяга, либо элемент подвески, либо рычаг. И это будет видно только в случае, если люфтов не выявлено, и можно будет увидеть в цифрах на стенде по проверке углов установки колес. При появлении любого шума, любой неисправности не затягивайте визит-сервис. Чем дольше вы ездите с такой неисправностью, тем дороже может стать ремонт в последующем.
В Уфе состоялось первое судебное слушание по мошеннику, который представлялся главным госавтоинспектором Башкортостана. Молодой человек проживал в Сочи, откуда он звонил в уфимские рестораны и требовал накрыть стол. При этом 34-летний мужчина убеждал сотрудников общепита, что ему срочно нужны деньги. Времени на объективную оценку ситуации мошенник попросту не давал, пользуясь доверием людей к Динару Гильмуддинову. Заявление в полицию на злоумышленника написал сам Гильмуддинов. Свою вину звонивший признал, всего ему удалось обмануть 3 организации. Ущерб составил 78 тысяч рублей. Ранее злоумышленник объявлял наказание за хранение наркотиков. С учетом того, что мужчина ранее был судим, гособвинение будет ориентировать суд на наказание в виде 5 лет лишения свободы. Я человек доверчивый и не могла подумать, что так может получиться. А уже когда поехали с руководителем Гильмуддинову, его не было на месте, и сказали, что, в общем-то, эта афера практикуется уже давно. То есть забалтывал просто вас? Да. Он говорил, что у него совещание и что у него параллельный телефон. То есть я должна быть все время на связи, потому что он не может положить трубку. Ежедневно на дорогах республики происходит множество заслуживающих внимания событий, внушительная часть которых попадает в объектив видеорегистраторов. В нашей рубрике «Одним кадром» мы собрали для вас самые любопытные случаи. Как говорится, лучше один раз увидеть. Объезжать пробку по встречной не самая лучшая идея. Это мы выяснили еще в прошлом выпуске. А вот чтобы объехать очередь к светофору, нужно иметь стальной характер. Но даже это не убережет от нелепого столкновения. И если своя жизнь недорога, подумайте о других. Дрифт – дело весьма увлекательное, но на дорогах общего пользования этот спорт вне закона. Однако это не останавливает молодых лихачей, равно как и не смогло остановить парня на белой машине. Даже патрульный автомобиль не вразумил горе водителя. Теперь ему светит внушительный штраф. И мы надеемся, что дрифтовать он будет только на подготовленных площадках, без угрозы другим участникам дорожного движения. Впечатлить барышню можно огромной массой способов: подарить цветы, сводить в театр, устроить романтичный рассвет. Однако герой нашего видео решил впечатлить свою пассию виртуозной и агрессивной ездой. И все бы закончилось хорошо, если бы не Нива. Теперь впечатлять девушку он будет уже без машины. Дикие звери не раз и не два встречались на дорогах общего пользования, но вот дикий кабан, для которого правила дорожного движения не писаны, на тех самых дорогах чувствует себя словно в родном лесу. Правда, забегая в города, стоило бы изучить законы дороги, а то ненароком можно оказаться на столе с яблоком во рту. Автошкола «Автокурс». Обучение на все категории. Город Уфа, проспект Октября, 132/3, поселок Чесноковка, улица Школьная, 2/2. Телефон 293 4606. У вас проблема, у нас решение. И за это решение вы не заплатите лишнего. Квалифицированный персонал, запчасти в наличии, приятные цены и персональный подход. Сервисный центр «Лето». Мы делаем то, что хорошо знаем. Присылайте свои видео в нашу группу ВКонтакте на наш номер WhatsApp 8 927 350 63 94. Вы смотрели «Дорожный патруль Уфа». Удачи на дорогах!